Речь давно, мы давно дружим. Но я хотел подчеркнуть в его творчестве одну интересную особенность, на мой взгляд, которая характерна, в общем, для хакасского этноса. Вот именно в графике, почему-то именно в графике отражается способность нашего народа вот рисовать такие вещи. Я сужу это не только по Ричарду, я сужу это по своему как бы жизненному пути. И мне в детстве приходилось наблюдать, как некоторые мои одноклассники вот рисовали. Я смотрю, вот берет просто, вот как будто видит на бумаге и обводит все это вот на белом листе. Меня поражала эта способность вот в графическом изображении, вот то, что они видят, то, что вообще не каждому дано. Поэтому я считаю, что Ричард воплотил вот эти способности нашего народа вот в тех графических работах, довел их до совершенства и нашел свой способ видения и представления вот тех работ, которые мы сегодня видим. Поэтому и еще хотел одну мысль подчеркнуть. Обратите внимание, что это у нас вот, наверное, последний такой народный художник, который вот может так вот этнографически точно и реально отображать вот мир и мироощущение хакасского этноса. То есть, если вы хотите понять душу хакасов, то надо вот глядеть на эти картины и через них увидеть, не все, конечно, увидеть наше мироощущение, мироотношение с окружающим миром. Поэтому вот это живая легенда, это фактически человек, молодежь современно уже выросла в других условиях, соответственно, я имею в виду хакасская молодежь. У нее другое мироотношение, мироощущение, они уже так рисовать не смогут. И поэтому, конечно, вот благ тебе всяческих, берегите себя, Ричард Иосифович. Спасибо. Да. Пожалуйста, Нина Даниловна Сибирка, наш постоянный участник открытых выставок. Здравствуйте. Будем знакомы. Я познакомилась с творчеством Ричарда Иосифовича, когда работала над небольшим сборничком «Пою Хакасию мою». Я именно знакомилась с художниками-графиками, потому что эта книжка посвящена. Здесь вашим двум работам посвящены стихи. Но здесь на выставке еще 3 работы я озвучиваю. Значит, вот посередине, да, вот там, видите, я ее так условно назвала «Навстречу с врагом». Вздыбился конь под лихим издаком, оба готовы к встрече с врагом. Священная птица рядом летит, острая пика врага поразит. Полон колчан, заточенных стрел, лишь побеждать богатырский удел. Каменный идол смотрит им вслед, безмолвный свидетель их славных побед. Вот к тому призыву. Ну и ваши 3 Алыпова там сидят, к этому еще произведению. И могучим, и сильным хакасской матери сыны от тяжких битв сидят, отдыхают, чашу за чашей себе наливают. У каждого воина свой талисман. Он отгоняет и зло, и обман. Птицы летают, покой стерегут. Если беда, тревогу забьют. Есть у вас серия «Шаман». Вот здесь одно произведение, но я смотрела и в интернете, и в книге, знаете, есть такая графика Хакаси, да, вот, и там, значит, навеивает такое. Итак, «Шаман», да? Как бы вы говорите, с детства я помню старинный обряд и необычный шаманский наряд. Крылья трепещут и ленточки вьются, в ритме звеня колокольчики бьются. В разных мирах летает шаман, бьет колотушкою в бубен там-там. Тук, 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 тук. Он вошел в священный круг. Ну и еще одно произведение ваше, оно вошло вот в это, называется «Сказитель». Все, что вы создали, вы подчеркнули у сказителей, правильно? И вот это произведение, оно у вас в нескольких вариантах есть. Вот. Итак, так и называется «Сказитель». У священного места сказитель сидит, миг пройдет, и тахпах по степи зазвучит. Тонкострунный хамыс запоет, заиграет, на ковыльном ковре наш певец восседает. Он поведает нам о могучем народе, воспевая Хакасию в этом рапсодии. В нем легенды и мифы сольются в одно, открывая для нас в архаичность окно. И я дарю вам эту книжечку. Здоровья вам, счастья, всех. Итак, есть
желающие? Сережок Налтмас. Я приглашаю вас к осмотру этой выставки и опять-таки обращаюсь к вам. Приходите, приходите. Пусть каждый посмотрит, постоит, подумает, улыбнется и восхитится. Выставка открыта. Çok değil mi? Çok var. Çok там дорожен материал. Меня Валерия зовут, я корреспондент новостей. Запишем с вами интервью. Где мой оператор?